народ, он не может состоять из героев на 100%. Всегда судьбу народа решает 5% населения, кого в обычной нормальной жизни считают ненормальными. Остальные, которые увлечены этой жизнью, которые у них жажда к этой жизни, преуспеянию и так далее. Всегда есть, их называют фанатиками, ненормальными, 5%, но вот это 5%, они всегда в критической ситуации выводят ситуацию, вытягивают ситуацию. Это и на войне есть всегда так. Есть, допустим, нужны там 3-4 человека безбашенных, которые пойдут первые в атаку, остальные уже за ними пойдут. И вот это все бесследно не исчезает. Это однозначно. Вот то, что, допустим, жалеть об этом нельзя, потому что вот если взять добровольцев, вот лично я себя беру, то, что произошло после войны, сегодняшнее состояние Абхазии, понятно, что многих это не устраивает, что все думали о другом, что будущее другое будет. Но вот мы уже совершили это, мы сделали. И вот как, вот, допустим, мы адыги, абхазы, мы братский народ. Абхазы попали в такую ситуацию тяжелую. Наш долг было выполнить свой долг. Даже последствия, это уже мы не думаем о последствиях. То есть мы свой долг выполнили. В истории кабардинцы никто не сможет сказать, что мы поступили неблагородно там, или так далее. Мы свой долг выполнили, мы благородно поступили. Не о себе говорю, в целом о народе, потому что весь кабардинский народ, весь адыгский, черкесский народ поддержал. То есть даже мы, почему наши предки всегда думали о славе достойной? Они не думали о смерти. То есть ты совершил поступок, ты погиб, но слава о тебе останется, она будет передаваться из поколения в поколение. На твоем примере будут детей воспитывать. И поражение, пока есть дух, оно не окончательно. Всегда есть надежда, что новые поколения, которые встанут, вырастут, на примере предков, они все равно будут пытаться, стремление к свободе, к независимости. Оно ж постоянно мы терпели поражение, нас уничтожали, но вот эта малая часть населения оставалась, и эта идея возрождалась. А если нету людей, которые за эту идею исторически жертвовали, нету истории героической борьбы, то не будет новых поколений, потому что нету прецедента, нету на что равняться. Поэтому я считаю, что любое действие, оно не пропадает бесследно. И подлость, и благородство, оно имеет последствия. Те, кто, допустим, совершал подлость, трусость и так далее, кто-то там что-то нахватал, набрал, награбил и так далее, они тоже расплачиваются своими детьми, с семьей, кто-то от этой слишком красивой жизни становится наркоманами и так далее. Всевышний мудрый, он это все рационально распределяет, но идея национальной независимости, она требует обязательно, чтобы за нее проливалась кровь. То дело, за которое кровь не проливается, за которое народ не страдает, не борется, оно не будет иметь будущего. А вот эти потери, которые были, столетиями наши народы боролись за независимость, это гарантия того, что в будущем эту независимость мы рано или поздно приобретем, потому что вот эта информация, подрастающее поколение, молодежь, когда они будут читать эту историю, они все равно будут этой идеей вдохновляться снова и снова. И мы же не молодой народ. Мы сейчас узкими рамками мыслим, 30 лет после войны прошло. Хорошо, мы, по-моему, евреи, только такой же древний народ, как абхазы-адыги, по древности. Где египтяне, где римляне, ассирийцы, говорят, несколько тысяч осталось. Многие древние народы исчезли, а мы дожили до сих пор. И раз мы до сих пор дожили, я думаю, мы и дальше будем жить. Мы древний народ, но вот борьба, само по себе ничего не бывает. Борьба должна быть не только на поле битвы. Я думаю, вот эта абхазская национальная идея, вот и Баграт, Шинкуба, и Дзидзаря, и историки, интеллигенция, это же на протяжении всей истории продолжалось. И она никогда не закончится. Не будет такого, что тебе дали независимость, и тут сразу все будет процветать, мы будем жить как в раю. Мы никогда в раю не жили, кавказцы. Почему мы думаем, что в 18 веке, в 17 веке мы жили? Сейчас любой абхазец живет, ни один князь так не жил,
абхазский князь, как сейчас живет большинство абхазов. У каждого дом, горячая, теплая вода, машины, все есть. Наши предки столетиями жили в соломенных хижинах, в глиняных домах. Да, у них было оружие единственное из богатств. Ну, они очень умеренный образ жизни вели, но они предпочитали всему именно свободу. И эта свобода – это та ценность, которая не подлежит как бы обсуждению, на что ее можно обменять. Мое, вот афганцы, допустим, Афганистан, вот уже сколько, 500 лет, кто только не пытается захватить Афганистан. И Советский Союз там 20 лет воевал, и англичане. Афганцы живут очень бедно живут. Большинство живет из них на $300 в месяц. Но это тот народ, который невозможно завоевать. Вот для них эти камни, эти их сакли, их дома, их право исповедовать свою религию, их свобода, они выше всего. То есть афганцы, их невозможно победить. Это народ, который можно только уничтожить. Но их очень много, 10 миллионов ты не уничтожишь. И наши предки, Северный Кавказ, кавказцы, мы были такими же. Вот русско-кавказская война, нас не смогли покорить, нас просто уничтожили на 90% и изгнали со своей земли. Те 5%, которые согласились остаться на этой земле, покорились, это 95% не покорилось. Поэтому можно сказать, что нас завоевали, нас победили, но нас не покорили. И вот эти 5%, которые остались жить на своей земле, да, мы там за 100 лет численность увеличили, менталитет в какой-то степени утратили. Наши предки, мы это уже разные нации. То, что мы для себя допустимым сейчас считаем, наши предки никогда бы на это не пошли. Но все равно наша кровь, наши гены, они периодически, они толкают нашу молодежь к поискам духовным и к поискам умственным. Все равно вот эта идея свободы, она не умрет никогда. Она в нашей крови, в наших генах, и она будет всегда периодически возрождаться. И эта борьба, я считаю, Кавказская война, она не закончилась, она продолжается. Просто она ведется другими методами. Нас сейчас убивают наркотиками, алкоголь, пропаганда чужих ценностей. И самое опасное, нас покупают. То есть, когда народ убивают, это как бы народ сплачивает. Они все вместе встают, защищают себя, потому что инстинкт самосохранения. А когда народ подкупает элиту, там то, что нельзя решить за малые деньги, за большие деньги, соблазн великий, и люди, которые не могут на 50, на 100 лет вперед думать, а таких всегда в народе меньшинство, у которых есть государственное мышление и так далее, а люди, большинство живут сегодняшним днем. Сегодня вот он хочет, там, чтобы дети там обустроились, там, получили то. И вот дальше они не видят. Но это медленный путь деградации. Всегда должна быть, это интеллигенция, это задача интеллигенции, которая должна смотреть вперед и говорить народу, что надо в чем-то себя ограничить, но вот эта задача должна быть выполнена, это важнее. Я считаю, что дух важнее, чем материальное. Если к людям приходят люди материального склада, и духовные как бы, ценности отходят на второй план, то это путь к медленной смерти народа, к исчезновению.